Рахмат. Прежде всего хочу отметить, что как люди, которые прошли на себе весь путь несправедливого судебного разбирательства, а также несправедливой и зависимой работы правоохранительных органов, мы как никто, наверное, заинтересованы в том, чтобы эта система была сломана, никогда не повторялась, и чтобы сейчас все действия, расследования, судебные процессы шли открыто и прозрачно. Это первое. Второе. Если кто-то хочет здесь представить те обвинения, которые выдвинуты заключением Генеральной прокуратуры, подтверждены в качестве новых или ускоренных, или быстрых, то это в корне неверно. Мы все прекрасно понимаем, что все эти обвинения, все эти процессы, они давно были озвучены. И в частности, еще раз хочу отметить, Атамикен, Текебаев, Солянов об этом говорили мои коллеги не раз. И хочу отметить, что по этому поводу есть вполне конкретные решения. По участку Дастан есть решение фракции Атамикен. Я прекрасно помню это заседание, когда было заявлено о незаконных действиях со стороны тогда президента Атамбаева. Это решение ушло куда? В мусорную корзину. Никакой реакции правоохранительных органов. Все молчали тогда. Абсолютная тоталитарная зависимость. Солянова выступила в 2016 году про уголь. Сейчас это в заключении Генеральной прокуратуры, подтвержденное заключением, повод для выдвижения обвинения. Тогда какая была реакция? Преследование родственников, ее самой. Даже в убийстве брата политические мотивы тогда не признавались. А сегодня я смотрю, что МВД говорит о том, что при проведении следствия есть вероятность того, что были политические мотивы в убийстве. По Белизгейту ГКНБ полностью фальсифицировал документы, никто этому не дал оценку. Как минимум эти три факта говорят о том, что политические репрессии, они были, есть тому живые подтверждения, живые люди. Поэтому, обращаясь к генеральному прокурору, считаете ли вы, что были политические репрессии? Почему вы в заключении не акцентировали на этом внимание, а этот пункт обошли? Наталья Владимировна, тергөө жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Ошонун жыйынтыгы менен чечим кабыл алабыз. 10 секунд. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на этот важный процесс, потому что мы говорим не только о коррупционных нарушениях, очень важно дать историческую оценку. А политические репрессии, они на самом деле были, это надо отметить.